Всем привет! Решил чуть-чуть Якутска заснять. Короче, выгрузился уже в Якутске. Еще надо в Бестяхе чуть-чуть. Видите, ну тут потеплело как бы. Чуть 35 всего на улице. Окраинами. Сейчас через Хатас и через ледовую переправу, которая не основная, а на трубе называется. Переедем. Ну, это, конечно, наверное, если... Через 300 метров на светофоре. Все снимать не буду, но чуть-чуть. На проспект Михаила Николаева. А так вон туман стоит, мороз. Хотя туман вроде должен, когда за 40 температура, но что-то все равно туман. Тут нам стрелка зеленая, нормально. Поверните направо. Ну кто в Якутске давно не был. А кто-то и никогда. Это сегодня что, 28 января. Вот люди, видите, автобус сидят, ждут нормально на лавочках, 40 мороз. Ну, почти, наверное, 35 у меня показывает вроде как точно, по идее. Вон у меня груза 5 тонн осталось. Вчера ночью заезжали, Тит ночью проезжал тоже. Ничего заснять ну, как бы не получилось. Везде без приключений, в общем. А Якутск, да, тут своя атмосфера такая. Солнце еле видно. Ну сейчас по городу чуть прокачусь, для кого-то родные места. А вчера мы ехали, мы с Айдаром, 700 дорог, он там, ну как, знает меня с интернета, да, и вместе с ним, он первый раз на Якутск с ним сюда доезжали. И по рации ж разговариваем, это тоже Volvo FMX такая, с полуприцепом. По голосу узнал там. Тебе привет, если что, в трубу будешь смотреть. И он вообще по-серьезному поехал грузиться с Бестяха на Алекминск. А, Аймекон какой, Алекминск, что я путаю. Аймекон, да. Полюс холода. Ну, на Алекминск тоже там дорога. Как-то там вдоль Лены по Зимнику еду, то так боком. Тоже, да, хорошая. Аймекон там, конечно, морозы. Ну, если в горы, только там, он сказал, потеплее в горах, но... Мы сюда приезжаем, получается такая экзотика. Мороз, вот вчера ехали, ну, 42 там всего было. А тут люди работают все время. Что тут день на 130 километре постояли, там как бы теплое место. Было где-то, может, наверное, 31, может, что-то такое. Так, не знаю, что тут будет из Якутска. Из достопримечательностей вы увидите. Мы окраиной, короче, сейчас на Хатасы. И там будет начало переправы. Ну, я точку поставил вроде там, где на нее сворачивать. Если память не подведет, вроде выедем в нужное место. А то я по этой переправе ездил, наверное, в году в 2008 последний раз. Ладно, в общем, про Якутск все понятно в целом, да? Как тут хорошо. Все, тогда включусь на переправе. Так, ну вот мы через Хатасы вышли на вот эту ледовую переправу, которая на трубе выходит в Бестяхе. Тут, говорит, чуть пораньше это с весовой стояли. Сейчас 40 тонн висит уже. А этот, ну, взвешивали максимум, ну, по общей массе, и еще даже выгружали частично, чтобы проехать. И вот это у нас река Лена. Спускаемся. Тут как раз вот под этим берегом
ну, как основное русло, а там дальше, ближе к Бестяху, видите, чисто по льду. Ну, тут как намораживает, чуть подравнивает, потому что везде, видите, как река замерзает, все там в торосах. Ну, пока замерзнет, двигается все. А тут скважины делают и водой наливают. Встречные, видите, разнесены потоки. Здесь далеко, ну, более-менее. Там еще запасная полоса, вот вешки стоят. Такие вот тут трассы. Так, сзади никого нет, он сейчас, ну, чистый лед, да, ну что, как Volvo тормозит. Ну, так, да, по льду. Ну, сколько, метров 100 проскользил, наверное. Короче, соблюдайте дистанцию зимой. Ну, ее никуда не заносит, конечно. В этом плане Volvo хорошо. То вот все, ну вот когда ехал сейчас сюда, курган проходишь, все по кюветам. Ну, гололед реально был. Как их складывают, я ничего не могу понять. Понятно, что физика такая, что тягач 8 тонн, грубо говоря, прицеп груженный 30 тонн. Куда поехал прицеп, туда, как говорится, и тягач вместе с ним. И почему-то все машины китайские, не знаю, что-то у них вот именно с этим, с курсовой устойчивостью. Потому что, ну, на Вольве она как-то, не знаю, что с ней надо делать, чтобы она на складывание пошла. Она как-то вообще, я даже ни разу, вот сколько я 630 тысяч наездил, у меня такого ощущения ни разу не было. А там просто прямая дорога, раз тут, там в кювете, ну просто машин 8 было где-то до Бердюжьева там, ну от Макушина, ну это кольцо за курганом, кусочек там, вечно ветра, переметы, а тут вот просторы. Ну мы как бы типа основное русло прошли, вот там где лед был похож на лед. А тут, видите, когда вот, может, песчаная отмель или что-то такое, вода потом отходит, когда замерзает, ну, она ложится, и такие вот, видите, бугры, вот трещина, видите, идет. А ну что, будет складывать ее? А не, ну она, видишь, это не складывается. Она, получается, срабатывает притормаживание вот эти. Не, ну можно, наверное, как-то постараться, типа вот так вот идти на спуск и поворот резкий. Типа вот так на спуске поворачиваешь и тормознуть, наверное, прицеп может толкнуть. Вон они, видите, бурят лунку, пешней что-то работает или в чем там. Ну, ледобур точно есть. Там, наверное, ну сколько, ну метра полтора тут, наверное, лед. Это минимум. Раз 40 тонн стоит, как не 2. А так вот видите, как река, льды все, торосы так называемые, где течение, там вообще еще больше эти торосы. Ну все, и тут мы так вот вдоль островов уже такие протоки там дальше будут. И, ну, уже включусь там, где выезжать, где труба, там подъем. Хорошо, говорит, в этот раз посыпали, а то там на машины что-то там буксовали, все не могли выехать. Ну сейчас вроде нормально. Как говорится, можно тормознуть. Долго, правда, бурить придется, порыбачить. Видите, какой-то другого цвета. Вот намораживают, видите, вот оно, ну, натекла, как видно, свежая вода. А тут мы уже просто... А, вот там можно было поехать там ровненько по льду. Ну, просто, наверное, можно куда-нибудь не туда уехать.
так, 12, да, здесь стоит, а там, по-моему, был 18 что ли километр. Ну, грубо говоря, это дорога. Тут даже, видите, посреди реки значок ставят, что это Мегино-Кангаласский район мы приехали. А так сама река, ну вот оно, основное русло. Видите, торосы какие большие. Это вот как раз где течение в процессе замерзания, да, все корежит. В общем, по рыбным местам катаемся. Ладно, в общем, ну, выезд тогда засниму еще. Ну, тут прям хорошо видно, мы так вдоль острова, и вот как раз основное русло. Солнце вышло. Все это поле торосов. А мы вот как-то, видите, вдоль островков этих идем. Тут вот так вот везде то протоки, то еще что-нибудь. И вот на высоком берегу у нас Нижний Бестях. Ладно, в принципе, это уже снимал, еще окна грязные. Но я что, как это, Байкал прошел, везде зима, машина чистая. На Байкал такой, ну, как такая грязь, не знаю, градусов вроде там было 11-12, но все в грязюке. А окна мыть, начинаешь мыть, все примерзло. Заеду уже в Уссурийске сейчас на мойку. Опять буду чисто ехать до Култука. Так что у нас сейчас 3200 пустым. Бизнес-план. А потом я опять 16 февраля опять сюда гружусь. И вот это такой покатушки, как говорится. Так, вот это краны торчат. А, нет, это, наверное, не то чуть-чуть. Это другой порт. Мы обычно, ну, когда на паромной переправе, вот где-то вот там вот паромная переправа и второй автозимник в том же месте, где паромная переправа. Но просто по нему выезжаешь на другом конце Якутска, а у меня точка была с этой стороны, поэтому по трубе поехал. Ну, чтобы не ехать через весь город. Что-то какая-то непонятная клетка стоит. Может, домик рыбака был, ветром сдуло целлофан. Ну, хотя тут вроде это воды здесь нет, по-моему. Вот в этом месте, где я еду, по крайней мере. Песок везде. Ну, когда летом приезжали, там это, ну, низкий уровень был. Везде песчаные отмели, такие отмели большие. Вот где-то мы по ним и движемся. Да, это надо было. Ну, короче, на грязной машине езжу. Да, и зеркало такое. Но я в зеркало ж не смотрю особо. Ну, сейчас задом сдавал, да, пришлось. Что-то даже не обращал внимания, что оно у меня грязное, кстати, да? А сейчас посмотрел. Это оно явно не здесь испачкалось. Так, видео затягиваться начинает, чувствуете, да? Ну, а что делать? Тут красотища же, солнце присвечивает еще. Ну, может, на GoPro-шку не так оно, конечно, видно все, как глазами. Ну, если что, приезжайте сюда. Сюда надо ехать как раз зимой, ну, чтобы кайфануть.
Там вот рынок этот колхозный, где у них там все на улице замороженное. Там все, что тут шевелится, бегает, плавает, все там в замороженном виде на улице продается. Ну. Или он как-то крестьянский рынок, по-моему, называется, я сказал, колхозный. Крестьянский. Так-то в целом, да. И, ну, дорога так, едь потихоньку, да и нормалек. В общем, сейчас ладно, выключусь уже, то реально это перебор. Информации ноль, виды уже как бы, наверное, не впечатляют дальше. Все, я включусь на выезде тогда. Так, тут какая-то причальная стенка. Это выезд уже на берег. Это мы еще по реке. Там, вон, видите, вот это домики стоят. Ну, стационарно рыбаки ставят. Там лунка, наверное, все сделано. Приходишь, рыбачишь. Ну, эта сторона, тут тоже глубина есть. Щуки хорошие здесь, все такое. Вон Макс когда был, они же с Димой там ездили на лодке. Тоже щучек половили. А я что-то не собрался. Ну там, ну как бы, ну надо было двое, грубо говоря, что было. Но я уже, они тут редко бывают. Пошли они на рыбалку. Так, ну и все. Поехали сейчас на подъем. О, а тут канава. Тупик. Поезд, кстати, может прилететь, да, если что. Ну, железнодорожный. И вот тут тоже весы стояли. Ну, это въезд на это. Ну, я не застал, в общем, ну, оказывается, да, тут строго следят, чтобы тяжелые не поехали, пока лед еще не намерз. — 39 градусов за бортом. Вот она, температурка. А так в машине сидишь, что-то и не похоже вроде. Ну вот видите, почему называется переправа. По трубе переправляться называется здесь. Ну, чтобы всем понятно было. Потому что труба идет. Не знаю, наверное, водозабор, скорее всего. И вот как раз выходит. То есть, получается, вы не доезжая Бестяха, там заправка Опти. И за ней сворачиваете. Вот сюда. Это как раз по трубе, короче, переправа. Ну, если вам надо вот с этого края Якутска. Если, конечно, тот край нужен, то лучше просто по стандарту поехать и с той стороны выехать в районе аэропорта. Ну, грубо говоря, сориентироваться на местности. Так, надо не забыть же газу надавить, а то я это еду. Ну, вот тут вот скользко было. Говорит, и машины побились, что-то такое, поскладывались. Ну, не знаю когда, но потом это уточнили, сказали, что все нормально, и мы сюда поехали. Ну, с Айдаром вместе, я имею в виду. Мы так совпали, я спал возле Могочи, стоял, он проехал. Меня увидел, написал в WhatsApp. Ты не ты, а он как раз первый раз сюда. Ну и получается за компанию. Проскакали по якутским. Ну мы, правда, всю ночь все интересное проехали. Ну тоже остановились в Хатыми, там 43 мороз. А он на Роснефти заправился, у него РФ до этого подглох, ну глох, типа. Ну вроде он там фильтра поменял, работал. Потом мы отъезжаем от Хатыми, у него бам, все, он заглох опять. Пришлось это. Ну, в общем, горелкой такой, корпус фильтра топливного, он же железный. Он нагрел его. И разошлась солярка чуть-чуть. Пару раз, по-моему, запускать останавливались его. И заработал, когда потеплело слегонца. Ну и все, а потом керосина чистого налили в Алдане.
Вроде без приключений дальше. Ну вот и все, как говорится. Ну вот заправка. Туда поворачиваем и уходим. А мне надо... О, как интересно они тут сделали. На легковой машине взял. Ну, только чуть. Ну это вот это аппараты местные, которые где хочешь, там и едут. FMX 6х6. Ну да, сейчас как раз сезон по зимникам все куда-нибудь завозить. Так, ладно, получается, я все заснял. Все, в следующих сериях, смотрите, Тит-перевал будет обновленный. Его там перекопали, выкопали. Каждый раз едешь и не узнаешь, что там происходит. Ну, все сказали, в общем, что сделали только хуже. Вот этот поворот, который, он раньше большим радиусом идет. И как-то, ну, ты сюда выскакиваешь и спрямляешься. И, ну, как бы нагрузка пропадает и едешь. А сейчас как-то его, говорит, чуть уже сделали, вроде как понизили, да, но поворот как-то покруче стал. И получается, все как раньше по встречке шли, и шли, а потом гребенка такая начинается. Ну, как-то, не знаю. Я-то проехал без проблем, и Айдар со мной ехал, он тоже, так у него даже не сильно большая нагрузка была на ведущий. А паровозик почему-то там стоял, ну, задом в сугроб, его подсложило. Ну и все это. Ну там одиночку, наверное, какую-то парканет. Он тоже, не знаю, когда он там застрял, вроде с нами вместе он попадался. В ночь поехал туда. Как говорится, чутка не повезло. Хотя все было посыпано. Все, это Нижний Бестях, если что. Вырубаюсь. Короче, до встречи в эфире. Да, что-то я не туда заехал, по-моему. Ну так, это вид на реку Лена, если что. Через грязное стекло, к сожалению. Ну это да, вот сюда, и потом переправа, которая на ту сторону выходит. Ладно, сейчас пойду посмотрю, что тут, да, этот... Он сказал налево и лево, я думал тут в заднем дворе где-то выгружаться, а тут как получается, что это задом теперь.